Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. 14 пожарных расчетов и 130 человек личного состава МЧС Абхазии 1,5 часа тушили сильный пожар в здании Сухумской второй средней школы, разгоревшийся в четверг рано утром. Была опасность перехода огня на расположенные рядом жилые дома, но благодаря самоотверженному труду пожарных этого удалось избежать. Пострадавших нет, но школе нанесен ущерб, размеры которого подсчитываются. Устанавливаются и причины пожара. Крупный пожар в центре Сухума. Утром 2 мая в 6 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на крыше Сухумской средней школы номер 2. По предварительным данным, пожар начался в чердачном помещении. По тревоге был поднят весь личный состав пожарно-спасательного отряда города Сухум. Прибыли пожарные расчеты и из Гудаутского, Гульрипского, а также Ачамчирского районов. В тушении пожара в общей сложности были задействованы 14 пожарных расчетов и 130 человек личного состава. Огонь стремительно распространился по периметру крыши школы. Часть пожарных при помощи топоров и багров вскрывали листы кровли. Другая часть огнеборцев заливала пожар из бронзбойтов. Из-за высокой температуры пламени в некоторых местах прогнулись железобетонные перекрытия, а по стенам внутренних помещений пошли трещины. Пожарные ведут тщательную проливку территории возгорания. Свою помощь в тушении пожара предложило руководство погрануправления ФСБ России в Абхазии, направив к месту тушения один пожарный расчет. Сотрудники МЧС по просьбе руководства школы оперативно выносили из здания документы, оргтехнику и оборудование. К 9 часам утра пожар был локализован и потушен. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. По данному факту ведется разбирательство. Около 7 утра на место пожара прибыл президент Рауль Хаджимба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня доложил главе государства об обстановке на месте происшествия и принимаемых мерах по ликвидации пожара. На место происшествия также прибыли министр образования и науки Адгур Какоба и глава администрации города Сухум Надгур Харазия. В четверг президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ликвидации последствий пожара во второй Сухумской школе. Глава государства поставил вопрос об организации учебного процесса в оставшееся время, а также с нового учебного года. Министр образования и науки Адгур Какоба доложил о принятом решении с понедельника 6 мая организовать учебный процесс для учащихся второй школы. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня отметил, что локализовать пожар удалось в кратчайшее время, предотвратив его распространение на Большую площадь. Наиболее вероятная причина возгорания, по словам министра, короткое замыкание в электросети. Глава государства отметил согласованную работу по локализации и тушению огня. Это заслуживает уважения. Было сделано все, чтобы огонь не перешел на другие части здания, сказал Рауль Хаджимба. Президент поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара. Начальник управления капитального строительства Игорь Миквабия сообщил, что потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания. Рауль Хаджимба поручил управлению капитального строительства в кратчайшие сроки осуществить восстановительные работы. Все учащиеся второй школы будут распределены по разным школам столицы. Таким образом, учебный процесс не будет прерван. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказал министр образования и науки Адгур Какоба. По заключениям специалистов МЧС, продолжение учебного процесса в школе невозможно, и потому мы сегодня приняли решение распределить учеников по 3 образовательным учреждениям. Старшие классы с 5 по 11 класс мы разместили в здании очно-заочной школы города Сухум.
а начальные классы, половина в школе Альфа и оставшиеся 8 классов начальной школы мы разместим в здании 3-й школы. И учебный процесс уже полноценно будем продолжать с понедельника, с той недели. Оборудование школы не пострадало, к счастью, и президентом были даны поручения соответствующим структурам, чтобы немедленно начать восстановление крыши, чтобы сохранить оборудование. Было предложено накрыть сейчас временно материалом и, если понадобится, и отремонтировать пострадавшие классные помещения. На сегодняшний день уверенно могу сказать, что все восстановительные работы буквально в ближайшее время начнутся, и к следующему учебному году школа будет готова уже к нормальному функционированию. Все время, пока пожарные тушили огонь, вокруг школы было много людей, в основном учителя, родители детей и сами школьники, которые, не зная о пожаре, пришли утром на занятия. Все они обеспокоены случившимся и надеются как можно быстрее вернуться в свои классы. О школе после пожара в репортаже Алики Трапш. Сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии потушили пожар в течение 1,5 часа. Сейчас спасатели занимаются разбором кровли здания для предотвращения дальнейшего возгорания. Несмотря на то, что крыша школы сгорела полностью, удалось сохранить классные помещения, а также большую часть имущества и всю школьную документацию. Однако говорить о причинах пожара и размере нанесенного школе ущерба пока рано. Сразу сюда вызвали на подмогу Гурлипский район, Чимчия. На сегодняшний час, вот сейчас, значит, огонь локализован, крыша сгорела, но основные помещения, они сохранены. Задействовано 10 машин, около 100 с лишним огнеборцев. Работа ведется, говорит о причинах или же о ущербах пока рано. Как отметил прибывший на место происшествия министр образования и науки Адгур Какоба, сейчас главное не прерывать учебный процесс. Пока еще пожарные стараются локализовать пожар, но уже вот для нас ясно, что продолжение учебного процесса невозможно. И я думаю, что мы сегодня примем решение детей до окончания учебного года распределить по другим школам. Основное здание школы от пожара не пострадало, однако находиться в нем опасно, так как в любой момент могут обвалиться потолки. Последствия пожара больше всего заметны на 3-м этаже школы. От высокой температуры здесь в некоторых местах потрескались потолки и стены. В коридорах и кабинетах обвалилась штукатурка. С потолков стекает вода и всюду запах гари. Вот сейчас мы вспоминали, 26 лет назад эта школа сгорела полностью во время войны. Ее восстановили в 2008 году, вот мы 11-й год в школе занимаемся. И через год у нас было бы 150-летие, но я надеюсь, что мы восстановим все, что мы своими силами мы уберем, помоем. Была надежда, что мы все-таки закончим в этом году в своей школе. Вы знаете, я даже свои эмоции описать не могу. Настолько больно, что мы сегодня не будем заниматься со своими детьми в своей родной школе. Здание Сухумской средней школы номер 2 представляет собой старинное архитектурное сооружение, которое было возведено в 1870 году. С 1942 года школа носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Отечественной войны народа Абхазии здание школы сгорело. И только в 2008 году за счет средств российской финансовой помощи школа была отремонтирована. Наша школа – наш родной дом. И очень сердце болит. Мысли вообще разбежались. Мы все волнуемся очень и переживаем. В принципе, все равно у кого-то где-то разместят, но больно от того, что действительно это наша родная школа. Во второй Сухумской школе имени Александра Пушкина обучаются порядка 1300 человек. Дети очень расстроены из-за случившегося и не хотят, чтобы их классы расформировали. Мне очень неприятно то, что наша школа сгорела. Мы больше не сможем в ней заниматься, по крайней мере, месяца 2, это точно. Нас вообще хотели распределить по другим школам. Кто туда, то сюда, и с друзьями расставаться очень не хотелось бы. Поэтому решили нас в вечернюю школу переместить.
И с понедельника мы там будем учиться. Очень обидно, потому что мы учимся здесь с 1 класса, это наша родная школа, там вся крыша горит, и еще экзамены, 2 недели до каникулов, это просто ужасно. До настоящего времени неизвестен размер материального ущерба, который нанесен столичной школе во время пожара. Но уже сейчас возникает много вопросов. И самый главный из них – почему в школе не было противопожарной сигнализации? Ведь сработая она вовремя, и пожара можно было избежать. Аля Катрапш, Нала Кови, Степан Мартиросян, Томас Чиковани. Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия. Как сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба, министр внутренних дел Гарри Ашба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 готовы к выдаче, 3119 находятся в производстве. По поручению президента главы районных и городских администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов. Также главы районов совместно с главами администрации сел должны обеспечить информационную работу с частью населения в сельской местности, не сдавшей документ для получения общегражданских паспортов. В Сухуме прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к предстоящим президентским выборам, на которой также была дана информация о состоянии здоровья депутата Народного собрания, лидера оппозиции Аслана Бжания и 2 его охранников. В пресс-конференции приняли участие депутаты парламента, руководители партий и общественных организаций. Пресс-конференция началась с общего заявления блока оппозиционных сил, который зачитал руководитель штаба общенационального движения Теймураз Хижба. В заявлении говорится о состоянии здоровья депутата парламента Аслана Бжания и о его самочувствии на данный момент. Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Бжания стабилизировалась. Определенные признаки улучшения здоровья Аслана Георгиевича налицо. У нас есть официальный диагноз, то, что это вирусная пневмония, но учитывая современные технологии, современные возможности, мы не исключаем внешнего воздействия на здоровье Аслана Георгиевича. Я даже больше скажу, токсикологический анализ не подтвердил воздействие токсинов, то есть следов яда обнаружено не было. Это единственный диагноз, который вначале был предварительно консилиумом обозначен, да, и затем вторым консилиумом подтвержден. Состояние стабильное. Мы очень рассчитываем, что Аслан Георгиевич в ближайшие дни состояние здоровья его будет улучшаться. Теймураз Хижба также рассказал и о состоянии здоровья 2 охранников Аслана Бжания, которые поступили в больницы Москвы со схожими симптомами. В настоящее время они выписаны из медицинских учреждений, и их жизни ничего не угрожает. Кроме того, на пресс-конференции представители штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии заявили, что Аслан Бжания примет участие в президентской кампании 2019 года. Мы считаем важным подчеркнуть, что вопрос о неучастии Аслана Георгиевича на предстоящих президентских выборах не стоит. Все запланированные политические мероприятия продолжаются в штатном режиме. Можем констатировать, что данная чрезвычайная ситуация лишь укрепила ряды оппозиции и сплотила их во мнении о безусловном участии нашего лидера в президентской кампании 2019 года. Говоря простыми словами, Аслан Георгиевич Бжания в соответствии с законом Республики Абхазия в срок примет участие в выборах на высший государственный пост нашей страны. В завершении пресс-конференции все ее участники выразили надежду на скорейшее выздоровление Аслана Бжания, возвращение его к работе и участие в предстоящей выборной кампании. Гугут Савардания, Томас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. 1 мая в кинотеатрах России стартовал показ фильма абхазского режиссера Теймураза Тания «Спасибо деду за победу». А накануне начала проката в кинотеатре «Октябрь» в центре Москвы состоялся премьерный показ киноленты. Кто пришел поддержать начинающего режиссера в такой важный день и впечатления от просмотра фильма в репортаже Нонны Кокускер.
фойе кинотеатра «Октябрь» уже выстелена красная дорожка, звучит абхазская мелодия. Все ждут авторов и актеров фильма «Спасибо деду за победу». Это режиссерский дебют Тимураза Тани, известного актера команды КВН «Нарда» из Абхазии и комедийных проектов канала ТНТ. В этот значимый для Тимураза день в кинотеатр пришли практически все члены его семьи, друзья, представители диаспоры, просто поклонники творчества Тани. В числе гостей презентации народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Ее появление на красной дорожке вызвало настоящую эйфорию журналистов. Конечно, среди гостей много известных лиц из КВН. К примеру, Денис Дорохов пришел поддержать своего коллегу и даже вел видеорепортаж. Оказалось, что и мы попали в объектив его камеры. Скажите, пожалуйста, какие ожидания от просмотра? Только положительные, потому что о том, что Теймураз снимает фильм, то есть мы уже давно знали. Истории, которые рассказывал он, которые вошли в сюжет этого фильма, мы тоже знаем. Ну, мы, я говорю, это все актеры шоу «Однажды в России», и себя лично имею в виду. Вот поэтому я ожидаю только класс, только здоровское кино, короче. Своими ожиданиями от предстоящего просмотра поделился и Эдгар Квазава. Я думаю, что фильм однозначно будет интересным, поскольку сам режиссер данного фильма является человеком с таким острым чувством юмора, и актерский состав крайне интересный. Я смотрел трейлер этого фильма, мне очень понравилось, и ожидаю, что действительно будет очень интересно посмотреть. Встречает гостей Тимураз Таня, который не может скрыть волнение в такой значимый для него день. К воплощению проекта он шел всю свою сознательную жизнь и к дебюту подготовился со всей ответственностью. Несмотря на опыт в киноиндустрии, Тимураз 3 года отдельно обучался режиссерскому мастерству. Он рискнул показать такую непростую тематику, как Отечественная война, через призму юмора и комедии. Я этот фильм вынашивал 37 лет. Это моя история, она основана на реальных событиях. Конечно, там есть художественный замысел. Благодаря ребятам, с которыми я его прописал, Тимур Кикискири, Занда Какалия, Гаджи Атаев и Андрей Галанов. Мы, в принципе, работали над этим сценарием около 3 лет. И по большому счету из-за этой истории я и поступил на режиссерский курс и закончил, чтобы вот реализовать эту картину. Как видите, моя мечта осуществляется тихо-тихо. Съемки фильма преимущественно проходили в Абхазии в октябре. Красота природы, почти летняя погода, когда в Москве уже сугробы. И, конечно, абхазское гостеприимство особенно понравились российским актерам. Одной из ролей в фильме сыграла известная актриса театра и кино Ксения Алферова. Мне кажется, что вообще кино и театр – это в первую очередь не про мысли, а про чувства. И поскольку оно же «Спасибо деду за победу», спасибо реальному деду, помимо всего прочего, это же реальный дед Тимура. И это те истории, которые рассказывал дед Тимура Тимуру. То есть он сделан с большой любовью и уважением, то есть никто же не смеется над войной. Там совсем, юмор не в этом, грубо говоря. Я фильм не видела, например, поэтому я, честно, не знаю, хороший фильм получился или плохой. Сценарий был великолепный, Тимур замечательный, съемки проходили в таком колорите абхазском. Мне понравилось все. Но точно знаю, что он красивый, потому что это какая-то невероятно красивая страна. Очень гостеприимная и очень вкусная. В день премьеры журналисты, к сожалению, так и не дождались Егора Бероева, который, как оказалось, был в командировке. Но все компенсировали юные актеры Алексей и Саида. Они, как настоящие звезды, позировали перед камерами и отвечали на вопросы журналистов. Поначалу было прям все шло отлично, потому что много сил, энергии. Все-таки это Абхазия, тепло, хорошо, октябрь уже, конечно, лето уходит, но все равно еще так жарко и хорошо, фрукты, овощи. Главное то, что на площадке царствовал позитив и хорошая атмосфера, поэтому приятно было работать. Конечно, были какие-то моменты, когда ты уже уставал прям до упаду, но все равно Тимур говорит: так, все, поехали, приготовились, начали, и ты такой, внутри у тебя огонек, и ты такой, бух, и все, и как по новой пошли. Я боюсь высоты, и была сцена, на которой надо было залезть на деревья детям, ну и я в том числе. Я боялась, думала, страховка, но все равно опасно.
Но потом прошло время, я освоилась, да. Я уже висела, не боялась, держалась, а до этого я не могла никак. По сюжету фильма обычный городской мальчишка приезжает вместе с отцом в абхазскую деревню к дедушке с бабушкой. Дед постоянно рассказывает внуку смешные байки о своем славном военном прошлом. Не обойдется здесь, конечно, без темы конфликта отцов и детей. Неожиданной будет и развязка сюжета. Сценарий к фильму писал Тимур Квиквискири, тоже в прошлом актер команды КВН «Нарды» из Абхазии. Авторы фильма в полной мере передали красоту и колорит абхазской деревни. Ну а роли родителей главного героя блестяще воплотили наши прославленные артисты Софа Агумава и Кису Хаква. Дедушку в молодом возрасте играет сам Тимураз Дания. Во время показа зал периодически взрывается от хохота и аплодисментов. Мы хотим побывать в Абхазии. Вот первые слова зрителей после просмотра киноленты. Великолепно. Доля шутки тоже была во всех ее смыслах. В общем, фильм здорово показали, очень классно, спасибо. Ну, вообще комедия мне очень понравилась, впечатлила, очень интересно. Абхазия очень хорошо играла. Мы хотим летом теперь поехать в Абхазию. Тимур, как старший товарищ, старший брат, можно сказать, очень долго нам рассказывал изначально просто на словах. Это ходило как какая-то просто очень смешная история из уст в уста. И пока мы не дождались того момента, когда Тимур сам однажды сел, нам всем друзьям рассказал эту историю. Естественно, появилась идея снять фильм об этом, но он говорит, это вообще моя давняя мечта. Человек пошел, отучился на режиссера, ну и на самом деле это такой, на мой взгляд, это такая выстраданная такая история, человек пропустил ее через себя. Слова зрителей свидетельствуют о том, что презентация фильма «Спасибо деду за победу» прошла успешно. Теперь картина отправится в большой путь по кинотеатрам России. Ее увидят в ближайшее время и в Абхазии. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы. В 2021 году в Абхазии будет проведено мировое первенство по каратэ-до Шотокан. В масштабном спортивном мероприятии международного уровня примут участие 22 страны, представляющие Европу, Азию и Ближний Восток. Для проведения международной инспекции и оценки возможностей республики по подготовке спортивного мероприятия Абхазию посетили представители Международной федерации каратэ-до Шотокан. Встреча с представителями делегации прошла в Министерстве иностранных дел республики и в парламенте страны. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча представителей Международной федерации каратэ-до Шотокан с заместителем министра иностранных дел республики Ираклием Тужба. Поблагодарив делегацию за визит, он отметил, что проведение в республике чемпионата мира по каратэ-до Шотокан будет являться важным спортивным событием. Ираклий Тужба также отметил, что Абхазия имеет опыт в организации международных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Нам очень приятно, что представители международных спортивных структур посещают нашу республику, имеют возможность ознакомиться с той ситуацией, которая здесь сегодня существует. У Абхазии уже есть опыт проведения крупных международных соревнований. В частности, у нас был опыт проведения футбольного чемпионата по линии Конифа. Мы также проводили чемпионат мира по домино несколько лет назад. Эти соревнования собрали большое количество участников с различных стран, и Абхазия на достаточно высоком профессиональном уровне сумела провести все эти соревнования. Для нас очень важно проведение такого рода крупных международных мероприятий на нашей территории. Это еще раз даст нам возможность продемонстрировать всему миру, что Абхазия открытая страна. По прогнозам, побороться за Кубок мира в Абхазию приедут каратисты из 22 государств. Абхазская сборная по карате 2 раза завоевывала первые места на чемпионате мира по каратэ-до в 2010 и 2014 годах. В ноябре 2018 года в Мексике абхазские спортсмены завоевали 7 золотых медалей. Именно там, в Акапульке, судейский состав чемпионата решил провести следующий чемпионат мира в Абхазии. На последней ассамблее, которая проводилась в организации, мы проголосовали за проведение этого чемпионата в Абхазии именно в 2021 году. На ассамблее было сказано, чтобы обязательно необходимо было проверить, есть ли у нас возможности все необходимые для проведения этого чемпионата
чемпионата. Я отправлю доклад, в котором я буду говорить о том, что в Абхазии есть все необходимые возможности и что это отличная страна для проведения чемпионата. Представители международной делегации приняли также в парламенте Абхазии. Спикер Народного собрания Валерий Кварчи отметил, что будущее спортивное мероприятие должно привлечь к спорту еще больше представителей подрастающего поколения. Спорт неплохо у нас развивается еще давно, с давних пор. Вот у нас большой деятель в этой области, пользуется большим уважением в Абхазии, за пределами Абхазии. Я надеюсь, что ваш приезд, ваш приход еще больше подтолкнет наших спортсменов к занятию этим спортом. В ходе встречи представители Международной федерации каратэ-до Шотокан КЗХ вручили диплом о присвоении 6-го дана каратэ Шотокан президенту Федерации всестилевого каратэ Абхазии, депутату парламента Ахре Абухба. Сайджар Сали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Делегация представителей Международной федерации каратэ-до Шотокан во главе с президентом Федерации каратэ-до Шотокан Мексики Рахелио Флоресом посетили спортивный зал Федерации каратэ Абхазии. Президент Федерации каратэ Абхазии Ахра Абухба представил юным спортсменам мастеров международного класса. Гости продемонстрировали ученикам показательные бои и исполнение техники ката, которые входят во все экзаменационные тесты по повышению квалификации спортсменов. По словам Ахры Абухба, по итогам визита делегация из Мексики дала хорошую оценку возможностям Абхазии в плане проведения здесь чемпионата мира по карате в 2021 году. Было озвучено приглашение посетить нашу республику, потому что вы знаете, что Абхазия не раз, национальная сборная уже 3 раза посещала Мексику, на что они с удовольствием согласились, приехали к нам, познакомились с нашей красивой страной, посмотрели уровень и ребят, и уровень подготовки, где отдохнуть спортсменам, где выступать. В общем, будем готовы, будем работать над этим, пока все в будущем. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до второй половины дня умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 16-21 градус. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.